Я считаю, государство Казахстан унитарное и не должно делиться. Народное движение и будет отделяться от государства, ну куда мы придем? Нет, конечно. Нет, есть, конечно, плохие люди в любой нации, но так, чтобы вот ко мне лично подошли и каким-то образом меня ущемляли, ни разу я такого не Спасибо. Я здесь родился, вырос, и я не променяю свою страну. Уроды. Да, уроды. Уроды. Можно эксперимент социальный? Вопросы? Мне кажется, это полный бред. Вам подарочек. Ребята. Глупые люди, да, бабушка? Историю не маются. Лучше они не найдут. Все, И спасибо. лучшую жизнь они сами не построят. Солтүстік Қазақстан біздікі, бөлек шығамыз деп шығып жатыр, иә, қараңыздаршы. Мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет. Напоминаем о неизбежности сохранения всеобщего, неделимого народного достояния, о неизменности гражданских, имущественных прав на своей родной земле и возрождаем Народный совет трудящихся города Петропавловска, Северо-Казахстанская область. Решение принять созданную печать Народного совета трудящихся города Петропавловска в красном цвете. Бұл не деген масқара? Осындай мәселе Украинада, Донбасста және басқа қалаларда осы кішкентайдан бастаған. Біз бөлек шығамыз, ойбай, Ресейдің құрамына кіргіміз келеді. Олардың бастайтын нәрсесі ол тілімізге нұқсан келтіріп жатыр, бізге өмір сүргізбей жатыр, ойбай. Мынақты демаламай жүрміз, тыныс ала алмай жүрміз, қазақтар бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр дейді. Бізде Құдайға шүкір министрлеріміз де бар, Құдайға шүкір орыс ұлтынан. Әр салада орыс ұлты бізде өз орнын алып жатыр. Хорошо? Если вы ответите, мы вам подарок дадим. А какой подарок? Ну, сюрприз. Давайте. Смотрите, вот, наверное, вчера слышали новость или не слышали, в Петропавловске, север Казахстана, некоторые люди хотят там независимость взять. Вы вообще как относитесь к этому? Я считаю, государство Казахстан унитарное и не должно делиться. А вот вы по национальности кто? Русское. Русская. Вы какое-нибудь притеснение от лица казахов или других наций вы видели как-то? Нет, я алматинка, я здесь выросла, у нас очень дружный город. Я вам большую шоколадку дам. Ты... Спасибо вам большое. Спасибо. Вы как с этими согласны или нет? Да нет, конечно. Ага. Если каждый решит, что он может, да, себе позволить какую-то партию, даже не партию, да, это просто народное такое движение, да? Народное движение и будет отделяться от государства, ну куда мы придем? Нет, конечно. Вот смотрите, потом какое-нибудь ущемление прав или русского языка в Казахстане от казахов или других наций вы чувствовали? Или... Нет, я здесь живу очень давно, с самого рождения, я никогда не чувствовала. Нет, есть, конечно, плохие люди в любой нации, но так, чтобы вот ко мне лично подошли и каким-то образом меня ущемляли, ни разу я такого не Спасибо вам чувствовала. большое. У нас вам подарочек такой. Спасибо огромное. Всего Спасибо. вам хорошего, Пусть ребят. наше единство будет вечно. Однозначно, я Спасибо. только за это. Всего Всё, вам спасибо. хорошего. Әне, бәсе, біздегі Алматыдағы орыстар ондай емес. Негізі өзіміз мықты болуымыз керекпіз деп ойлаймын мен. Қазақ өзінің тіліне, дініне, салт дәстүріне мықты болса, басқа ұлттар да оны құрметтейді, сонымен жүреді деп ойлаймын. Я думаю, это неправильно, потому что мы здесь родились, здесь живем. Наверное, Казахстан дороже намного будет весомее, чем Россия, это мое мнение. Я здесь родился, вырос, и я не променяю свою страну. Хорошо, спасибо. А вот вы в вашей жизни какое-нибудь притеснение языковом, там, по нации, какой-нибудь... Вообще нету, как бы, никакого притеснения, как бы, каких-то конфликтов с других сторон наций, да. Мы живем все сплоченно вместе, как единая семья, как бы, нет у меня таких. Все, спасибо. Давайте жить дружно. Вам такой подарочек. Спасибо большое. Да, до свидания. До свидания. Ребята, можно эксперимент социальный? Вопросы? Неважно, там казах, русский, ты человек. Правильно. То есть, мне кажется, это полный бред. Вы здесь родились, живете, да? Да. А вы вот какой-нибудь со стороны казахов других наций ощущали какое-нибудь притеснение языковом, там, нации? Нет, но столкнулась в универе с тем, что у нас была учительница. Она жестко наседала на именно русскоязычных и на казахов, которые не разговаривают на своем языке. То есть она валила намеренно. У меня есть много друзей казахов, подруг казашек. И я обожаю этот народ. И традиции, и в принципе очень красивый. Все, спасибо. У нас подарок
Вам Спасибо. шоколадку. Дай маленькую шоколадку. Сейчас. Где наши... Как зовут? Дима. Все, пусть растет здоровым. Әне? Енді болып тұрады ғой, бәріміз болғаннан кейін, жаңағыдай артық сөйлеп қоямыз, пенде болғаннан кейін. Жалпы өзіміз, мы сами должны вообще знать свой язык, свою культуру. Если мы будем придерживаться его хорошо и агитировать, то, я думаю, другие нации тоже последуют за этим. Нет, конечно, мы же должны типа все вместе, как большая одна семья. Да. Правильно? Да. А вот какое-нибудь ущемление прав русскоязычных или русских людей в Казахстане, как вы чувствовали, знали? Ну, есть такие. Есть такие, да? Да. Например, в школе там или... Есть такое, да, конечно. Везде Есть такое, да, немного. Везде есть, да? Да. Я желаю, чтобы у нас такого не было. И хотел бы, чтобы мы жили в мире. Правильно? Ну, точно так же все. А отделяться неправильно, правильно, да? Правильно, правильно. Поэтому вам подарочек от нас. Спасибо большое. Спасибо. В новостях видели вчера, что в Петропавловске, да, некоторые люди хотят отделиться от Казахстана. Слышали, да? Нет, но теперь знаем. Да? Хотели бы, чтобы кто-то отделялся от Казахстана или там что-то делал? Да нет, конечно. Как вы в что? Украине, например. Да вы бросьте, не дай бог, как в Украине. Да? Конечно нет, вы что? Ну, от такого мелочевки начинается. Да нет, конечно. А кто у нас в Петропавловске Я бы не хочет стал отделиться? давать мнение о том, о чем не знаю. Теперь такой еще вопрос. Вы родились здесь, в Алмате, Да. да? Я в Алмате родился. А какое-нибудь ущемление русского языка, русских? Нет, такого нет. Нет, конечно, нет. Нету, да? Ни разу. Ни разу. Да? Друзья все казахи, да, другие У нации, меня да? столько друзей У меня казахов, лучший вы друг бы знали. казах. Да. Да. Теперь хотели бы вы какую-нибудь там войну в Казахстане или там какие-то беспределы? Ну, это Да нет, глупый конечно. вопрос. Кто бы такое хотел? Ну, правильно, спасибо. Не, ну, к сожалению, есть такие люди, которые вот от Ну, такие это люди мелочевки. уже больные какие-то, я не знаю. Вам подарочек, ребята. Спасибо. Уроды. Да, уроды. да? Уроды. И так как я гражданка Казахстана, никаких таких разговоров даже быть не может. А вы какое-нибудь ущемление прав русских Никогда. видели? Нет? Нет, русского я языка? не знаю такого. Спасибо. Мне У нас- 52 года, меня ни разу никто не обидел. Да? Вот, спасибо. Поэтому- Пусть будет мир у нас. Вам Спасибо. подарочек. Глупые люди. Глупые люди, да, бабушка? Вы по себе видите такое Нет, притеснение? нет. Я Нет, вот они в Петропавловске так говорят сейчас. А Петропавловске они, наверное, откуда-то приехали. Нет, местные. Местные? Не знаю. Ну, дурью мается. я Очень говорю. комфортно здесь. Ой, а зачем вы нормально. снимаете? Мы хотим ваше мнение показать людям. Давайте вот вам подарочек. Нет, это я потому что я некрасивая. Если бы Дайте была пацану потом красивая, дадите. я бы сфотографировала. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Смейся побольше. Передайте той молодежи, еще раз говорю, пусть дурью не маются. Лучше они не найдут. Все, И спасибо. лучшую жизнь они сами не построят. Рахмет, спасибо вам большое. Ал енді достар, біздің экспериментіміз міне осымен аяқталды. Негізі Құдайға шүкір біздің күткеніміздей болды. Адамдардың барлығы, яғни біздің сұраған опросник адамдарымыз көбінесе әр жастан алдық. Біз жасы бар, орта буын бар, үлкен кісілер бар. Барлығы айтқаны, Құдайға шүкір біздің Қазақстан елінде орыс халқы, орыс ұлты ешқандай да бір кемшілік, болмаса кемсіту көрмеген. Өмірлерінде бір-екі рет болған екен, жаңағы, неге қазақ тілін білмейсің, яғни бір сондай бір болмашы дүниелер болған екен. А бірақ жалпы 95%-да ешқандай бір орыс ұлтына ешқандай да бір қысым жасалмаған екен. Керісінше олар татулықта, бірлікте бір егемен Қазақстан елінде өмір сүрейік деп бізге тілектерін жаудыртты. Сондықтан мынау кешегі Петропавлда болған, солтүстік Қазақстанда болып отқан дүние, бұл біздің білуіміз, ол орысша айтады ғой, колокольчик дейді ғой. Яғни бізге бір беріліп жатқан белгі. Бұны сонау сыртқы көрші елдер шұқылап жатыр. Қазақ елі қандай қайтайыр екен? Жергілікті орыс халқы қандай әсер етеді екен, қалай реагировать етеді екен деп соны көріп жатқан себебі. Біз бұған қарсы болайық әрқашанда. Біз егер қарсы болатын болсақ, бұндайлар шықпайды. Және де ең жақсы қорғаныс ол өзіміз қазақ ұлты болып, біз қазақ тілін дамытуымыз керек. Өзімізден бастап, семьямыздан, әке-шешеміз
балаларымыз, туысқандарымыз арқылы. Ұялы телефоныңызды қолданған кезде қазақша қойыңыз. Банкты таңдаған кезде тіл таңдау деп тұрады, қазақ тілін қойыңыз. Компьютерде қазақ тілін қойыңыз. Осы арқылы біз тілімізді дамытамыз. Тілімізді ұстансақ, қалған егемендігіміз мықты болады. Вот у нас закончился очередной эксперимент. Мы вот опрос сделали по улицам Алматы. Вот. Все опрошенные люди были с разных возрастов, с разным мировоззрением. Но все они единогласно ответили то, что никогда не видели, не слышали о притеснении русского языка к ним самим. Да, были некоторые ситуации в жизни, единичные случаи были. Так что давайте, ребята, жить дружно.